Мы продолжаем серию передач, которая посвящена памятникам Великой Отечественной войне, которая находится в нашей республике. И сегодня мы поговорим о Намском улусе. Из Намского улуса на фронт было призвано 1849 человек. Из них 1117 человек героически пали на полях сражения, а более 500 человек пропали без вести. Воины из Намского улуса также сражались на Восточном фронте против японских империалистов. По статистическим данным, из 10 семей было призвано по 5 сыновей, из 33 семей по 3 сына, а свыше 80 семей на фронт ушли по 2 сына. И многие из них так и не вернулись с фронта, отдав свою жизнь за освобождение Родины. Я стою на границе Намского улуса. Здесь расположены 19 сельских поселений. И что интересно, вот в каждом поселении имеются памятники, связанные с Великой Отечественной войной. Сегодня мы их как раз и посмотрим и об этом расскажем. И еще Намский улус связан с двумя, я думаю, что с двумя выдающимися людьми, которые сыграли значительную роль в жизни нашей республики. Это Максим Кирович Амосов, внесший неоценимый вклад именно в становление нашей республики. И второй человек, о ком бы я хотел сказать, это Илья Егорович Винокуров, который как раз был руководителем республики в период первых пятилеток, когда наша экономика становилась, ну, на, скажем, такие, на социалистические рельсы, и то, что было заложено в предвоенные годы, помогало нашей республике во время войны. Вот я стою на смотровой площадке. Это такое достопримечательное место Ущерге. И все путники, которые едут в Намцы, обязательно заезжают сюда, и перед ними открывается замечательный вид долины Энсели. И в этом плане я хотел бы зачитать небольшой отрывочек из книжки Ивана Березкина. Это «Великие долины матушки Лены, Эркени, Туймада и Энсели». И вот что здесь написано. Эту живописную долину длиной 10-15 километров с древнейших времен украшали прекрасные поля, луга и поляны, лиственничные леса, сосновые боры и озера. Возле возникновения первых якутских властей в 17 веке ее название, постепенно выйдя из повседневного употребления, было забыто. Тогда здесь жили предки современных намцев. По якутским историческим преданиям они происходили из рода Амагоя-Бая. Участник второй Камчатской экспедиции Яков Линденау, побывавший в Якутском крае в 1741-45 годах, на основе собранных им материалов писал, что род Амагоя-Бая назывался Энсели по имени женщины Энг Сиелин, от которой пошел род Намский. По утверждению Линденау, якуты в старину называли род именем матери-прародительницы. Род Энсели занимал долину того же названия и довольно быстро стал многолюдным племенем. В начале 17 века его новые роды расселились в благодатной долине госпожи Энсели. Как именовали ее якуты, с юга на север в следующем порядке: Хамустахский, Хамагатинский, Кусаган, Эльский, Намский, Бетюнский, Мадуцкий, Хатырыкский, Маймагинский. Некоторые уроженцы этих родов уходили даже в сторону от обеих коренных берегов Лены, расселялись по ласам, озерам и в самом северном конце долины Тювятцы. Мы стоим вот в центре Намсах, мемориальный памятник павшим в Великой Отечественной войны. Мы сейчас стоим около первого памятника, который был построен в 1965 году местным скульптором, известным скульптором Акафангелом Ивановичем Лукиным. В прошлом году, в 2020 году, мы работали по уточнению призывников с Намского улуса. Вот здесь у нас очень интересный факт. По известным информации до этого у нас известно было 1700 призывников из трех районов. Это Кобяйский, Намский и Усалданский районов. Но
прошлом году мы поработали по документам военкомата в Национальном архиве и уточнили, что из одного намского луза было призвано 2560 человек. Это уже не считая Кобяйские и Усалданские. И только из этого уже надо будет, наверное, заново осмотреть и всю республиканскую этот призывников. Если раньше вот 1700 из 3 только районов, а вот сейчас уже только 2500. Это полный полк со всеми всякими из одного только Намского района. А вот это Кобяйские, там были ангары. Ангар был вот в то время промышленным, почти полупромышленным районом. Там, я посмотрел там документы, там очень много человек. А оборонцы, это Усалданские тоже так. Вот такое дело. Мы сейчас стоим вот у мемориала, сейчас мемориале, где высечены имена не вернувших войны. Вот и все вот эти люди, которые по нашим уточнениям где-то больше тысячи павших в поле боя. Вот с Намсах призывники мы говорили 2565 или 6, да? А вот не вернулись почти половина. Где-то 1300-1400. Это погибшие, которые остались там, на поле боя, которые заболевшие или там. Вот сейчас, например, вот мои Тохтем Буларвалладе, вот родной брат моей мамы, вот Пестряков Тимофей Львович, Пестряков и Спиридон Васильевич. Вот они призваны из местности Белого озера. Ага. Они, вот Пестряков Тимофей Львович, он не пропавший без вести. А вот интересный факт. До 1947 года вот пропавших без вести что-то не дали, то ли дали время для уточнения или не дали. До 1947 года у них не было никаких льгот. Потом с 1947 года их уже исчислили павшим в поле боя. Вот они вот такие. Вот есть документы Пестряков и Спиридон Васильевича, есть документы, которые родные в 1945 году делали запрос в военкомат Намского о том, что где он, как-то запрос, где кого он. А он, оказывается, в Челябинске погиб, умер от болезни. А вот Тимофей Львович, этот уже пропавший без вести. Вот с нашего вот местности, из Белом озере, где-то там человек 30 призвано, разные годы было призвано. Но призвавшие, которые первые годы войны, 41, 42, 43 года, 42 года, они уже почти не вернулись. Много всех. А вот 43-го призванные, они, надо считать, этих молодые люди, которые уже после школы, после как они служили, в Забайкальском округе. Или они вернулись. Вот сейчас мы находимся в секторе, посвященном вернувшим из войны. И здесь, например, есть мой, мы показывали вам Пестряков Тимофей Львович, вот его брат Пестряков Афанасий Львович. Это тоже младший брат моей матери,
он служил в японском войне. Пестеряков Василий Иннокентьевич, тоже из тюбятского наслега. Он служил до 44-го и раненый вернулся. Он кавалер орденов Великой Отечественной войны 2 степеней. Вот, например, вот этот Дюбит Кентуттават Махтанават. Вот уже отсюда и начинается сектор, где написаны призывники, которые призваны из какого колхоза, из какого наследов Намского района, того времени Намского района. Вот, например, вот Тюбинский наслед, колхоз Чапаев, колхоз Рюнквель, вот Пестрякову вон там. Памятник труженикам тыла. Памятник был сооружен в прошлом году, в 2020 году, народным мастером Шадриным Александром Ивановичем. Памятник по теме, как работали труженики тыла. Тема в этом показана насчет перевозчиков на кожевом транспорте. Ну, вроде как Аллаху, Майюряга. Как мы знаем, в то время основным транспортом был кожевой. А основной товар собрался на реке Лена, на пристанях Лены, Алдана. А вот из этого Алдана, из этих пристаней или этих баз уже начинали на транспортах возить по старательским таким артелям, приискам. В основном вот так они транспортировались только на гужевом транспорте. Позади меня вот стоит береза. Она называется береза Тани Монастыревой. Татьяна Монастырева в 1941 году уступил в Ленинградское театральное училище и погибла в Лагаде. До этого она училась в Намской средней школе до поступления в училище. И ровесницы не говорили о том, что она вот любила подходить к этой березе. И вот сейчас вот эта береза у нас особо почитается и охраняется. В 2020 году поставили макет танка Т-34-85. И сделал местный мастер Павлов Ильян. Үтө күнден бүйір қатырық нәхелегер келен тұрауыд. Бұл улу көйігі аналлақ комплексы памятникке келен тұрауыд. Бүйір улу көйігі памятниға 1912 Аллахқа Лукин Агафангел Иванович ден скульптор тұрор бұта. Манна бұл хам үрдігер 10 метрлік сірге көйі халлата олар. Көйі халлата, онтан манна бұл аллара түйігі қабыт ете оғыта көстер манна бұл. Онна манна опсайынан бұл
туга сериге харбут чоммут списага билеген саңа көстүбүт архивный данныйдарынан 165 кийген, онтан примерно төннүбүтэ 6-онча. Бу онтан тух нам сире уота чугас олоруп боландар. Да, билеген колубура биситтен баралар. Онтуган били маймага болун хөп, модут болун хөп билинги токада. Саңа данныга манна боллагана бу Обутов Афанасий Иванович Чен биһиге бир самый тоғыттын кавалер Тенек Орденов да онна сериге пейтин тоқ чағылқа өттінен көрдірбөт. Туға саатвагу ник медальлерин ақтақына тоқ боевой солун кепсайтақына да олық кейін оннантан сери кенниттен келен лақ олыққа келен еме бұл күскі өлілен совхозка председателлен онна бұл туққадылы лақ олығы оңырсуға күскі өлілер. Манна көстер сери кенне лақ олыққа төннен келбіт бойынлар бұд. Ол күрдік бұл керекін Дмитрий Егорович илменге күтті бұд. Әме тоқ әлек олыққа келен бригадир дәбет бұл маймаға құқығыр келен бригадир дәбет. Нектигаева Александр Кирилловна Ленинград блокадатын күттілаға. Вот так, Попов Николай Николаевич кені әме боевой туға түрнікке ғылаққа ұңғырылан бара Ленинградский пұрыңға серилер. Бұл Зарымняев Роман Семенович ден атыр бұд снайпер бұд. Кені он бастың тоға кейсер снайпердер істергер. Челепсов Алексей Иванович сериге түрніккеге ұңғырылан баран Ленинградский пұрыңға серилен келін манна әйләқ олыққа келен ұшыталан. Әлбақ көліуіне мақталын olan. Пейі көрір памятник бұл көйі уан сылығар аналлақ памятник Попов Иван Иникентьевич Совет председателі көғіләхінінен бұл сериттен төннен кәлбет, әйләқ олыққа төннен кәлбет ветерандар сериттен кәлбет бойынлар көйі уан сылығар анан оңыр бұд памятниктары. Онтан сеттон бес сылақы көйі отут сылығар бұл сұрығын печеген оңырын пейбіттер салғы. Онтан білеген бұл памятник туға дейін бір сүрін кығылғата дейін бұл кені деревневіт паркатығар тұрар. Онан опсай сынылын паркатығар тұрар. Онан біле ұншылық деқін не списывается дейі күрді құлады. Онан көтірі жағы қастадағаны тұра жауыд. Оны олықтақтыр кімдағаны кімді ұлыммадақ. Онан бұл охрана памятника келдерер кейі, мен оны отол попробук хастадағаны көтөктім. Оннан инициатор пыгытынан оны тюрерге бөлемін. Сейчас мы находимся в селе Тумул Мадутского наслега, и это памятник воинам-якутянам, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Стела, данный памятник был установлен в 70-е, 80-е годы, состоит он из пирамидальной стелы, звезды и обелиска. Находится памятник на берегу реки. В годы войны на фронт ушло 86 отважных сыновей Мадутского наслега, и, как мы видим, более половины из них так и не вернулись с фронта. Здесь написаны имена тех, кто не вернулся, а здесь тех, кто вернулся домой с победой. Начиная с 2000 года в республике в мемориальные комплексы постоянно обновляются, появляется информация новая, добавляются, как мы видим здесь, также списки ветеранов тыла и труда, и в последние годы уже появляются списки детей войны. Ну вот мы с вами находимся. Самое дальнее село Намского улуса — это Тюбя, или же село
Булус называется. И вот здесь проживает, ну, чуть больше 300 человек. И вот посмотри, как люди бережно относятся к своим памятникам. Вот мы во многих местах бывали, но здесь вот смотрите, нас никто не ждал, да? Мы приехали неожиданно. А вот посмотрите, снег убран, территория почищена, да? И самое главное, что интересно, вот как скрупулезно вот собраны материалы. Здесь и архивные материалы, те письма того периода, тех воинов, которые уходили на фронт отсюда, вот их письма, да, сохранились. И ветераны тыла здесь тоже обозначены. В общем-то, говорит о том, что вот как общественность села может оберегать свою память. Это, в общем-то, показательный пример для многих. За моей спиной находится мемориал «Солдат Победы», а мы находимся в селе Бютяюрде Бютюнского наслега. Известный факт, что на войну из этого наслега ушло 89 солдат, а вернулось только 30 человек. Мемориал «Солдат Победы», посвященный погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны, был установлен в 1970 году. Автором является скульптор Агафангель Иванович Лукин. Кстати, большинство памятников, которые мы сегодня посмотрели, автором их является как раз он. Помимо того, что он является скульптором, он также является участником Великой Отечественной войны и заслуженным работником культуры Республики Саха-Якутия. Интересный факт. Из Бютюнского наслега старший сержант Мария Афанасьевна Слепцова участвовала в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Польши и даже написала свое имя на стенах Рейхстага. Данный монумент был установлен в 1975 году в честь 30-летия Победы. Памятник находится на окраине села Кыгыл, Хатынарынского наслега. Автор монумента Элли Сивцев. По имеющимся сведениям, в годы войны из Хатынарынского наслега были призваны на войну 140 человек, которые храбро сражались на фронте. Из них 88 были убиты и без вести пропали на войне. 52 человека вернулись на родину с победой. Памятник представляет собой объемно-пространственную композицию, состоящую из трех трехгранных пилона в виде пирамид, изготовленных из железобетона. Памятник стоит на возвышенном холме. В центральной части пирамиды установлена табличка с именами 15 участников гражданской войны и с датами 1920-1924 годы, а также имеется изображение Буденовки. Перед пирамидой расположена скульптура скорбящей женщины, на руках которой имеется 3 цветка лилии. С левой стороны расположена надпись и отлиты имена 43 воинов, павших на войне, а с правой стороны надпись «Слава героям» с именами 19 воинов, вернувшихся на родину. Также имеются изображения каски советского солдата, автомат и звезда. На каждой пирамиде у основания имеется ниша в виде камелька, на котором устанавливаются поминальные свечи. К памятнику ведет лестница с 19 ступеньками, а сам монумент огражден 22 металлическими столбами с цепями. Мы находимся в Хатынарынском наслеге, село Апаны, на месте мемориального памятника павшим бойцам. Мемориал построен по проекту Аквангела Ивановича Лукина, но к 60-летию годовщины победы тогдашний глава наслега Юрий Никентьевич Слепцов обновил еще эту территорию, расширили, обновили все этот памятник. А сейчас он глава Улуса. Вот и мы видим, что оно еще раз обновляется. Да, я бы вот хотел добавить, да, что действительно вот мы проехали несколько наслегов, и там вот начиная вот с 55-го года памятники, да, вот они вот возникают с каждым разом все новые, новые. Даже вот сегодня, то, что мы посмотрели, действительно вот идут работы, даже сейчас, да, вот идут работы. И она, если раньше площадь, я заметил, да, если раньше такие памятники Победы были как бы, ну, чисто посвященные как бы воинам, да, и это было как бы место скорби, наверное, памяти, то сегодня уже мы видим, вот видите, вот уже зоны такие вот общественные пространства, чтобы была молодежь там, да, могли концертная площадка, в общем-то такое
пространство, где начинают как бы собираться люди разных возрастов, и на самом деле это идет воспитание молодежи. Вот молодежь пришла, здесь они веселятся, отдыхают и начинают как бы ознакомливаться вот с памятниками, со своими дедами, с историей своей. Да, это очень важно в наше время, я думаю. Да, я хотел бы добавить, что в начале нашего выпуска, даже вот по данным, которые по статистическим, была названа цифра 1800, если я не ошибаюсь, 74 воина было призвано. А Да. сейчас тоже эти данные обновляются, и да. уже около 2500, Да, оказывается, как да. мы узнали. В общем-то, работа идет постоянно, Да. краеведы работают, да, это большой, как бы, вот, ну, интересный, как бы, вот, момент вот в работе всей общественности. Да, друзья, и на этой ноте мы завершаем наш очередной выпуск, посвященный памятникам Великой Отечественной войны в Республике Саха-Якутия. И напомню, мы посещали в этот раз Намский улус. Увидимся в следующих выпусках.